حقيرة مقيرة غامرة ودوق حدوخة مدوخة فاتورة ودوق. Ассаламу алейкум, Казахстане, Багльба, Бусул-Везери. Салам алейкум, братья казахи. Сегодня мы здесь собрались в Ингушетии, в республике Ингушетия, в столице Магасе, чтобы помянуть наших павших. Сегодня 81 год, как выслали наших отцов, матерей и старших братьев и сестер. Попали они в северный район Казахстана. Основная часть населения, ингушского населения, была переселена, и чеченцев тоже, в Костанайскую область, Кокчетавскую область, Павлодарскую область, Карагандинскую область, Акмолинскую область. Я родился сам в Костанае в 1946 году. И я помню с 1951 года, я все помню. Помню, как нас поддерживали казахи местные. Большое спасибо им. Поддерживали ингушей, чеченцев, карачаевцев, балкарцев. Относились как к братьям своим. Первое время, конечно, приняли настороженно, когда была агитация, что якобы это едут людоеды, не открывайте двери, закрывайте свои сараи на замки и прочая агитация была. Потом потихоньку, когда увидели наших статных мужчин, которые работали, увидели, и все потихоньку начали выходить из своих домов, подходили и поняли, что это добродушные, чистосердечные, мужественные люди. И с тех пор у нас с казахским народом завязались братские отношения. По сегодняшний день, когда говорят о казахе, у нас такое, вот как будто кровью моей матери воспитанные они. Вот такая любовь у нас к казахам. Алхамдулиллах. Хорошо, что сегодня мы вернулись на родину, заимели свою республику, восстановили свою республику. И сегодня мы отсюда шлем братский привет казахскому народу. Огромное спасибо им в те годы, лихие годы, когда они нас поддержали. С их помощью тоже мы вернулись на свою родину. Достаточно вспомнить одного Алджаса Сулейменова. Сегодня здесь, в этом городе, есть улица Алджаса Сулейменова. Что он писал о чеченцах и ингушах. Поэтому всему казахскому народу. Дай Аллах вам здоровья, дай Аллах благ вам. Аминь, и чтобы Казахстан процветал. Аминь. Рахмет.